В данный момент распространение пожара остановлено на третьем этаже. Здание удалось спасти первый и второй этажи. Крупный пожар на здании возгорания произошло в коммерческом здании. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются. 10 лет я мучаюсь с этим вопросом. Жилье и трудоустройство приема граждан проводится часто, но категория вопросов не меняется. Просьбы жителей региона выслушал спикер парламента. Водитель, сбавь скорость. Впереди домашний скот, бесхозные бродячие по городу животные. Проблема общая. Как ее решать? Полное нарушение санитарных норм в Плиево, выявлена незаконная мусоросвалка. На проверку выезжали сотрудники комэкологии. Большой концерт к профессиональному празднику учителей. Школьных педагогов поздравили глава регионального правительства и звезды Кавказа. На телеканале «Ингушетия» новости 24. В студии Амирхан Дзортов. Здравствуйте. В Назрани произошел пожар в коммерческом здании. На место происшествия выехали 5 единиц техники. По словам специалиста, возгорание относится к категории сложных, так как охват огня составил около 400 квадратных метров уже к приезду пожарных. Причины ЧП пока устанавливаются. Среди предварительных версий – замыкание электропроводки. Звонок о том, что трехэтажное здание в Назрани горит, на пульт диспетчерская поступил 15:54. Пожарные наряды прибыли на место уже через 10 минут. Людей эвакуировали сразу. Прохожие и работники здания общими усилиями спасли большую часть имущества. В данный момент распространение пожара остановлено на третьем этаже. Здание удалось спасти первый и второй этажи. В связи с тем, что во время пожара был уже час пик, то проблемы нам в первую очередь были созданы. Это, как вы видите, подъезд был очень сложно произвести техникой, спецтехникой пожаротушения. Пожар начался на третьем этаже. Расположенные здесь помещения пустовали. На втором располагался ресторан. Его сотрудники готовились к празднованию свадебного торжества. Зина Даурбекова, хозяйки ресторана, не было на месте. О пожаре ей сообщила сестра. Она мне позвонила, сказала, что у нас крыша загорелась, она была в панике. Хорошо, вот ребята, посторонние, знакомые, вот все помогли. Вот, ну вот как видите, хоть вытащили все это. У меня здесь человек ночует специально, проверяет все краны, все. Я сама ухожу очень поздно, пока все не проверю, все не сделаю, не ухожу. Причина пожара установят после специальной экспертизы, но по предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания проводки. По степени тяжести этот пожар считается одним из самых сложных. Площадь охвата стихии 400 квадратных метров. Данный пожар имеет большую площадь. Позднее сообщение о пожаре, обнаружение было позднее. Участие принимали 5 единиц техники, более 30 человек. 5 единиц основной техники и 2 на основных отделений. И 2 отделения на специальных пожарных автомобилях, типа вот на лестнице. Локализация достигнута в течение 30 минут. Площадь пожара 600 квадратов на данный момент составляет. Сейчас проводятся работы по дальнейшей ликвидации, окончательной ликвидации, разбору конструкций. Число возгораний последние месяцы по республике резко возросло. Эксперты не комментируют эту ситуацию, но чаще всего причиной ЧП, как правило, становится перенапряжение электросетей, вследствие чего происходит замыкание проводки. Далее Плиева, Сурхол Кусиев, новости 24. Главный агрофорум страны продолжает свою работу в столице. Традиционно в нем принимают участие огромное количество сельхозпредприятий из разных уголков страны. Стенд Ингушетии на сельхозярмарке «Золотая осень-2017» посетил помощник главы государства, начальник контрольного управления президента России Константин Чученко вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатовым. Глава аграрного ведомства Ингушетии Мухаммед Гагиев рассказал гостям об успехах агропромышленного
агропромышленного комплекса региона и провел презентацию инвестпроектов, которые представлены на форуме, в частности, макеты проектов по выращиванию яблок и переработке мяса индейки. Гости интересовались текущими результатами, планами по производству той или иной продукции, ее реализации и возможностью трудоустройства жителей республики. После детального обсуждения инвестиционных проектов Константин Чуйченко похвалил стенд Ингушетии и высоко оценил потенциал агропромышленного комплекса региона. То, что вот мы увидели сейчас, оно впечатляет, и видно то, что если темпы сохранить, ингушский аграрный комплекс имеет хорошие перспективы. То есть выходит на окупаемость, на самообеспечение, и я думаю, что в дальнейшем у Ингушетии должны быть амбициозные планы по снабжению других регионов плодоовощной продукцией. Около 20 человек смогли лично встретиться с руководителем регионального парламента. В ходе приема граждан в адрес Зелимхана Евлоева прозвучали жилищные вопросы и просьбы о трудоустройстве. Некоторые из них удалось решить на месте. Тему продолжит Индира Манкиева. Лейла Миржоева обращается к Зелимхану Евлоеву с просьбой помочь с решением жилищного вопроса. Она вдова сотрудника правоохранительных органов, которого не стало 10 лет назад. Семья уже более 20 лет стоит в очереди за жильем. Сколько раз давала документы, Лейла и не помнит. Каждый раз женщину просят их обновить. Только результат от этого не меняется. 10 лет я мучаюсь с этим вопросом. Я много раз обращалась в МВД, к начальнику. Вот сейчас я уже не знаю, куда обращаться. А где вы живете на данный момент? Сейчас я живу на Саркорте. Съемный дом, квартира? Да, съемный дом. Зелимхан Евлоев обещает, что со своей стороны окажет семье возможное содействие. Обращение Лейлы направят в региональное МВД с просьбой разобраться в деле. На имя министра внутренних дел мы обратимся что могу я сделать, я сделаю. Значит, действительно большое количество людей стоят в очереди на получение жилья именно по линии МВД. Немало прозвучало на приеме и просьб о трудоустройстве. Работу ищут как молодые люди, только окончившие вузы, так и представители старшего поколения. Руслан Медаров не может найти работу по специальности. Молодой экономист отмечает, что согласен на любое предложение. Его вопрос решился здесь же на месте. Руслану предложили работу по специальности, правда, с испытательным сроком. Буду вечным должен. Посмотри, посмотри, сроком, потому что нельзя такими кадрами разбрасывать, человек закончил, с красным дипломом, все завершил. Проблема с трудоустройством по счастливой случайности или нет решилась и для еще одного обратившегося электрика по профессии. За те несколько часов, что велся прием граждан, в городской администрации чуть ли не каждые 5 минут отключали электричество. Зелимхан Евлоев обещал устроить электрика на работу, если он разберется в проблеме и решит ее. Ваша какая-то чек начал тягать, и свет твои хажат, а ты нагасан твои ваши дуали, укмерин что оно остыл ходис, нага ваши дуали, секболха если ходотха. На сегодняшний прием обратилось около 20 человек, но с каждой встречей жителей все больше, а вот вопросы почти все одни и те же. И это, по мнению спикера, не значит, что проблемы не решаются. Наоборот, это показатель того, что люди доверяют власти и уверены, что им помогут. Индира Манкиева, Адам Долгиев, Новости 24. Главы двух городов с многовековой историей Магаса и Пскова подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Церемония состоялась на смотровой площадке Аланских ворот в Магасе. Подписанный документ затрагивает образование, спорт, молодежную политику и ряд других направлений развития двух городов. Для делегации из Пскова администрация Магаса также организовала экскурсию по столице Ингушетии. Учитывая, что здесь Кавказ имеет свои традиции, это горцы, это по-настоящему джигиты, и подписание здесь на прекрасном достопримечательном месте города Магаса, во-первых, во мне оставит неизгладимое впечатление, во-вторых, это еще больше укрепит дружбу между городами России, как Магас и Псков. С главой города Псков нами подписано соглашение, которое в дальнейшем будет реализовано. И я думаю, что оно станет началом укрепления и налаживания дружеских связей, в том числе и по обмену опытом между нашими городами, между столицами наших субъектов. И я думаю, что очень символично, что такое дружеское соглашение между
древнейшими городами России Магасом и Пусковым сегодня подписано здесь, на смотровой площадке въездной арки Аланские ворота. Зима близко. В МРСК Россети Ингушетии заявили, что готовы к осенне-зимнему сезону. Заменены линии электропередач в некоторых районах республики, закуплено необходимое оборудование, а специалисты прошли обучение. О готовности к сезону организации еще предстоит доказывать специальная комиссия, которая решает, выдавать Ингушетии паспорт, подтверждающий готовность региона к холодам или нет. Материал Амины Боковой. Стрелка на термометре с каждым днем опускается все ниже и ниже, а это значит, что приближается отопительный сезон. Для энергетиков это время знаменует прохождение своего рода ежегодного экзамена на получение паспорта готовности. Его наличие подтверждает, что республика полностью готова к предстоящим холодам, а энергетики к обеспечению надежного бесперебойного энергоснабжения жителей в условиях повышенных нагрузок. Готовясь к зиме, энергетики заблаговременно отремонтировали более 150 километров воздушных линий разного класса напряжения, 46 трансформаторных подстанций, расчистили 60 гектаров просек линий электропередач. Основные моменты — это у нас узловая подстанция Плиева 110 35 на 6 киловольт, который является распределителем на территории Республики Ингушетия. На данной подстанции проведена ревизия и ремонт всех выключателей 110 киловольт, всех разъединителей. Выполнен весь комплекс мероприятий системного оператора, замещающих устройств. Пока строится Плиева новая. Также проводится на сегодняшний момент реконструкция подстанций 35 киловольт Новый Редант и Бековичи. Это в Волгобекском районе. Оценивает готовность региона к осенне-зимнему периоду специальная комиссия, в составе которой представители регионального управления Ростехнадзора и МЧС. Уже 10 лет подряд МРСК Ингушетии успешно проходит итоговую проверку. Этот год не стал исключением. Мы постараемся оправдать доверие. Спасибо, что оценили наш труд с паспортом обучения по подготовке к закону. Получению паспорта готовности предшествовала масштабная подготовка самого ведомства. С начала года почти полностью сформирован аварийный запас оборудования и материалов. Персонал прошел все необходимые тренировки, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Специалисты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и инструментами для проведения аварийно-восстановительных работ. Сегодня я выдал паспорт. В 10-й раз я уже электросетевому комплексу Ингушской республики выдаю паспорт. И 10-й год этот комплекс электросетевой не подводит. Впрочем, насколько хорошо электросетевой комплекс республики подготовился к осенне-зимнему периоду, будет видно с наступлением первых холодов. Однако энергетики уверяют, в этом году зима точно будет теплой. Все условия для бесперебойного энергоснабжения в республике созданы. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. В Ингушетии есть 136 улиц с уникальными названиями. Яндекс провел исследование улиц России, вычислил среднее их количество для населенных пунктов, а также нашел самые длинные, короткие и извилистые улицы. С помощью сервиса Яндекс.Карта всего проанализировано около 56 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов. Выяснилось, что большинство регионов не очень сильно отличаются друг от друга по наиболее распространенным названиям улиц. Больше всего своих уникальных названий в топ-100 самых распространенных в Дагестане 43 из 100, Ингушетии 36 и Чечне 35. Правила дорожного движения нарушают не только водители, пешеходы, но и животные. В Ингушетии бродячие по городу скот – дело привычное. Наверное, поэтому никто и не принимает никаких мер для того, чтобы крупный и мелкий рогатый скот не мешал водителям и не портил эстетический вид города. А стоит. Зачастую бесхозно разгуливающие животные не раз становились причиной ДТП, наносившие вред не только автотранспорту, но и здоровью людей. Материал Юсупа Гелисханова. Осторожно, корова! На дорогах республики уже впору вывешивать такие предупреждающие плакаты. Нашей съемочной группе в поисках крупного рогатого скота на проезжей части долго разъезжать не пришлось. Животные нередко выходят и на федеральную трассу. К примеру, здесь, вблизи села Барсуки, судя по всему, местные коровы чувствуют себя весьма вольготно. Такая живая помеха на дороге в первую очередь вызывает негодование у водителей. Муслим Султыгов за рулем более 20 лет. Животные на дорогах встречаются частенько, признается он, особенно ночью. И здесь необходимо быть бдительными вдвойне, так как при ближнем свете фар животных просто не заметишь.
دعاخو شي دوخ يرتقي حقيقة واقش ناقد دوخش واقش ناقد دوخش من ليل در خارج سعد ظلمي حمد دوخ происшествие мило но دوخ несен дахета хакета دوخ وين خوش دخر ايات دوش يا شو проблем жил да شاشه долча сан долдори бадыр зам сера чудугиш халдал бож دعوة كرسي لوردش خدات دوق زيد На сельских дорогах картина еще плачевнее. Приехав лишь по одной центральной улице Троицкого, мы наткнулись на целое стадо коров. В селе 3 табуна, которые выводятся ежедневно на пастбище. Правда, за эту услугу надо платить 500 рублей в месяц. Неудивительно, что больше половины жителей села предпочитают бесплатный сервис, выгул на улицу, отмечает глава администрации. Раз человек держит корову, 2 дня молоко надоил, вот это молоко, если продать, можно это 500 рублей отдать пастуху, а за 28 дней молоко себе оставить. И ночью, вот даже ночью хозяин вот этих скотов не загоняет себе, и ночью вот эти пакеты разносит, и после этого нам очень трудно собирать и мусор. Безобидные животные на дорогах могут стать причиной ДТП. Яркий пример – авария, произошедшая на прошлой неделе в селении Нижние Очелуки, когда водитель, просто не заметив, сбил лошадь. В результате дорожно-транспортного происшествия, в результате наезда, водитель автомобиля и его пассажир скончались от различных полученных телесных повреждений. По данному факту следственным отделом по городу Мулыкбек проводится проверка хозяина животного. Мы установили. Лошадей, пасущихся рядом с проезжей частью, можно лицезреть не где-то в отдаленных селах, но и на участках с самым оживленным движением. К примеру, при въезде в магаз целый табун. Инспекторы ГИБДД в который раз просят не выпускать своих животных хотя бы в темное время суток. Но рассчитывать на благоразумие некоторых хозяев, видимо, бесполезно. Может, ждут, пока им выпишут штраф. Как показывает практика, наказание рублем пока самая действенная мера. Юсуп Гильсханов, Майырбек Миржоев, Магомед Дидигов, Новости 24. О правилах поведения на участках с оживленным движением транспорта напомнили ученикам Плиевской школы. Комитет по делам молодежи совместно с инспекторами ГИБДД провели акцию «Юный пешеход». В ней участвовали ученики младших классов. Слово Руслану Албогачеву. Знаниями правил дорожного движения учащиеся Плиевской второй школы могут похвастаться, начиная с первых классов. Как правильно переходить дорогу и на какой сигнал светофора школьников учат практически с первых занятий. Надо быть осторожным. Если машина едет быстро, надо подождать, пока она проедет, а потом уже перейти дорогу. Чтобы не сбила машину, надо посмотреть. Если нет светофора, надо сначала посмотреть налево, а потом направо. Хадижа Ажигова правила поведения на дороге знает на зубок. Путь от дома до школы 15 минут, которые ежедневно школьница преодолевает, переходя 3 оживленные улицы. Нам рассказывали правила на уроках, и в книжках тоже есть правила, все правила дорожного движения. Нам было задано учить все правила и пересказать их. И из этого я выучила правила. Правила я еще знала до этого. Инициаторы познавательной акции «Юный пешеход» – активисты Комитета по делам молодежи, которые вместе с инспекторами ГИБДД посещают школы и проводят с детьми такие занятия. Акция проводится с целью воспитательной работы с детьми, чтобы они правильно переходили дорогу, чтобы знали, на какой свет переходить дорогу, по каким участкам дороги переходить дорогу и, соответственно, в какую сторону смотреть при переходе автомобильной дороги. Статистика в стране свидетельствует, число дорожных происшествий с участием детей, как правило, возрастает в первые месяцы нового учебного года. В республике, по данным ГИБДД, детский травматизм идет на спад, но цифры все равно не радуют. Что касается детей-пешеходов, у нас, к сожалению, погибло 2 детей, которыми являлись пешеходами. Остальная часть детей, которые пострадали в ДТП, это дети-пассажиры. Что это говорит о чем? О том, что дети находятся на проезжей части без присмотра взрослых, то, что детей переводят в недетских удерживающих устройствах, позволяет себе перевозить детей на передних сиденьях по 2 и более детей, но, к сожалению, приводит сегодня к травматизму. Стоит помнить, безопасность зависит от каждого участника дорожного движения, будь это водитель или же пешеход. Детям еще раз напомнили, что безопасность каждого участника дорожного движения в его руках. А переходить дорогу надо там, не где удобно, а там, где разрешено. И в первую очередь, где безопасно. Руслан Албогачев, Магомед Урусханов, Новости 24.
Уникальное панорамное видео из открытого космоса сняли российские космонавты. Сергей Рязанский и Федор Юрчихин первыми в истории попробовали подобную технологию во время выхода в открытый космос. Один из российских космонавтов опубликовал видео, снятое в рамках проекта Russia Today, на своей странице в Instagram. Уникальные кадры позже были представлены на закрытой презентации в Музее космонавтики. Проект приурочили к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли. В Комитете по экологии проводится проверка по факту незаконной мусоросвалки в Пливо. О ее существовании в ведомстве узнали от местных жителей. Люди жалуются на неприятный запах и нарушение санитарных норм. Сотрудники ведомства выезжали в село. Выяснилось, что муниципальные власти не могут разобраться, кому принадлежит территория, заваленная бытовым мусором. Репортаж нашего корреспондента. На границе Плива и Карабулака среди зелени возвышается гора мусора. Несанкционированная свалка с бытовыми и производственными отходами, несмотря на ее размеры, по всей видимости, образовалась здесь недавно. Чтобы подъехать к участку, нужно пройти больше 500 метров после шлагбаума. Свалку уже облюбовали бродячие животные, которые разносят мусор на всю округу. В связи с поступлением многочисленных обращений граждан о том, что на данной территории, на территории сельского поселения Плива Назрановского муниципального района размещаются отходы производства и потребления, мы выехали сюда, организовали рейд с участием Росприроднадзора, органов, также ЖКХ Карабулака, а также участвовал у нас глава администрации сельского поселения Плива. Эта свалка существует, нарушая сразу несколько статей закона, напоминают экологи. Она не только не соответствует никаким экологическим требованиям, но и элементарно не ограждена, чтобы отходы не разлетались. Более того, для мусора отведено специальное место в Нестеровском, куда, по сути, его и должны вывозить жители близлежащих сел и городов. Мы видим вот так сброшенные вот эти навалы отходов. Да? Если говорить о том, как нужно размещать отходы, это нужно постоянно проводить послойное уплотнение. Это получается, мы ложим один слой, сверху проходит бульдозер, кладется слой грунта, дальше отходы сбрасываются. В этом случае нет опасности их возгорания. В данном случае есть реальная опасность возгорания отходов. Кто ответственен за такую антисанитарию, еще предстоит разобраться, но в первую очередь спрос местных властей. Вот только с кого именно, Карабулак или все же Плива, еще один вопрос. Потому как ни одна сторона ответственность за эту территорию брать не хочет, заявляя, что она относится к другому населенному пункту. Экологи отмечают, к административной ответственности привлекут главу администрации Плива. Только в ответ Патыр Хамхоев сетует, что его территория находится в постоянной чистоте, тем более в год экологии. С этой свалкой нужно будет разобраться, конечно, как и с другими. Это территория Карабулака или Плива, это в первую очередь надо будет разобраться, а там уже будем убирать. Или мы, или они, или совместно. В свою очередь, власти Карабулака отказались комментировать эту ситуацию, настаивая на непричастность к загрязненной территории. Но так как шлагбаум по пути к свалке находится на территории Карабулака, Комитетом экологии и администрации города было принято решение ограничить въезд, засыпав его землей. Пока одни перекладывают вину на других, Росприроднадзор будет разбираться, кто прав, а кто виноват. Управлению Росприроднадзора лицензии на эту свалку не выдавалось. Потому по-любому эта свалка, видно, она не санкционирована. Виновных мы найдем. Конечно, будем наказывать, как положено. Это не единственная проблема, которая образовалась на этом участке. Ориентировочно в 50 метров от свалки образовалась лагуна, куда сбрасываются канализационные стоки. По словам очевидцев, подъезжает машина и сливает туда жидкие нечистоты. К сожалению, на сегодняшний день сотрудники Комэкологии сами не обладают карательными полномочиями и могут лишь фиксировать нарушения и поставить в известность о них местную администрацию, а также такие ведомства, как Росприроднадзор. Мака Келиматова, Адам Далаков, Новости 24. Сев озимых должен завершиться до конца октября. В ГУПе Насыркорт, пока погода благоприятствует, ежедневно ведутся полевые работы. Там уже засеяли половину от запланированного объема озимых. На эти посевы у аграриев большие надежды. Работа на полях ГУПа в самом разгаре. Чтобы собрать хороший урожай, сперва необходимо тщательно обработать и приготовить почву под посев озимых. Но засуха стояла весь год, и почва никакой влагой не пропитывалась, что в свою очередь отражается на всходах, говорят аграрии. Впрочем, откладывать посевные работы в ГУПе все же не стали. Неизвестно, какие сюрпризы еще преподнесет погода. Чтобы не было больших кусков земли, так как не было дождей, была засуха, очень земля трудно поддается обработке. Но
все равно Министерство сельского хозяйства нас контролирует каждый день. И необходимое нам технику и также солярку и остальное, масло, дистопливо и масло, все, что нам необходимо рабочим, нам все хватает. Гуппи надеется собрать в следующем году до 40 центнеров с каждого засеянного гектара пшеницы. Свой вклад для этого аграрии уже внесли. Почву хорошенько обработали, семена только лучшего качества, а позже проведут и подкормку удобрениями. На данный момент у нас идет посев озимой пшеницы. Вот посеяно поле 40 гектаров. Посеянное поле 40 гектаров. Планируем завершить сев в оптимальные сроки до 20 октября. 360 гектаров озимой пшеницы планируем посеять в этом году. Семена выделены нам Министерством сельского хозяйства. Семена сорт «Этнос», элитные семена хорошего качества. На поля вывели 8 единиц техники. В Гуппи одновременно с севом проводят предпосевную культивизацию и вносят минеральные удобрения. С посевной здесь планируют уложиться до конца месяца. Качественно и в срок проведенный сев озимых – высокая гарантия получения хорошего урожая на следующий год. Мака Келиматова, Фатима Галаева, Зурабов, Рамзан. Новости 24. Спиннеры не влияют на детскую психику. Эксперты Роспотребнадзора опубликовали итоги исследования этих популярных детских игрушек. В докладе отмечается, что опасным могут быть только мелкие детали, а потому детям советуют играть только под присмотром старших. А родителям рекомендуют тщательно осмотреть устройство при покупке, убедиться в его надлежащем качестве и проверить, нет ли сломанных деталей. Весной этого года механические гаджеты с подшипником внутри вошли в топ продаж по всему миру. А эксперты задались вопросом, насколько такие игрушки безопасны для детей. Минкульт Ингушетии приглашает юных мастеров кисти принять участие во всероссийском конкурсе «Юный талант России», который проходит под патронатом Российской академии художеств. К участию в конкурсе принимаются наброски, зарисовки, рисунки, этюды, композиции или эскизные, архитектурные и дизайн-проекты, выполненные в любой технике. Свои работы нужно представить до 11 октября. Состязаться участники будут в 3 возрастных категориях от 9 до 18 лет. Подготовка к конкурсу проходит и в детской художественной школе Назрани. Конкурс проводится в 2 тура. Первый тур уже как бы начался. Он будет проводиться до 13 октября. Второй тур это будет с 31 по 3 ноября. Первый тур получается у нас заочно, мы работаем на местах. Уже второй тур, те дети, которые уже пройдут в первом туре, те работы, которые будут отобраны, они будут участвовать уже во втором туре. Мы предлагали, кто хочет поучаствовать, и мы работали, какие-то предыдущие работы, которые были, уже отбирали. Вот. Ребенок, который хочет поучаствовать в этом конкурсе, мы, естественно, не отказываем, подаем анкету и заполняем ее. И таким образом ребенок участвует. В Дворце спорта поздравили школьных педагогов. Там отметили День учителя. Для виновников торжества устроили большой праздничный концерт. На сцене выступали известные кавказские артисты. Кроме того, состоялось награждение лучших учителей. Грамоты из рук главы правительства региона получили более 20 педагогов. Слово нашему корреспонденту. Осенний звездопад собрал во Дворце спорта Магаз не просто любителей национальной музыки, но и лучших педагогов и работников образования. На этот раз Минобре региона решили подойти весьма необычно к празднованию Дня учителя. Награждает отличившихся в этом году педагогов в окружении гостей, популярных музыкальных исполнителей СКФО. 27 лет Хадижат Хамхоева работает учителем русского языка и литературы. Профессию учителя не выбирала, она у меня в крови, шутит Хадижат. В семье все дети пошли по стопам матери, одной из первых в республике учителей русского языка. С молоком матери приходит любовь к профессии. А в моем случае можно сказать и то, и другое, потому что у меня и отец, и мать были учителями. Но отцу недолго пришлось учительствовать, а вот мать проработала 50 лет в школе. Вот, пользуясь случаем, я тоже хочу ее поздравить с Днем учителя, с профессиональным праздником, любимая мамочка.
Ну, дети для меня, я не знаю, очень много значат. И вот профессия моя, наверное, не смогла бы по-другому. Если меня спросили еще раз, кем вы хотели стать, я бы, наверное, тоже сказала учителем, потому что я с детства ни в какой другой профессии себя не представляла. День учителя ведет свою историю с 1965 года. Тогда праздник отмечался в первое воскресенье октября, но с 1993 года обрел точную привязку к 5 октября. И не только в России, но и в ряде стран постсоветского пространства. В нашей республике эта дата отмечается ежегодно, традиционно масштабно, однако с таким размахом учителей поздравляют впервые. Среди присутствующих не только учителя школ, но и работники дошкольных учреждений. Фатима Катиева – директор детского сада «Родничок» селения Барсуки. Ее дошкольное учреждение признано самым лучшим в России. Любовь к детям, считает Фатима, и есть ключ к успеху. Профессия воспитателя для нее не просто работа, а смысл жизни. Сегодня она поздравляет всех своих коллег с профессиональным праздником. Я всегда люблю передавать те знания, те инновационные процессы, которые происходят вообще в системе образования, не только в Ингушетии, но и в России в целом. Я хочу их от души поздравить с этим замечательным праздником, пожелать им счастья, добра, творческих успехов и новых преобразований в развитии системы образования Республики Ингушетия, в целом в стране по России. А после концертной программы переходит к официальной части – награждению лучших представителей одной из самых благородных профессий. Дипломы, памятные подарки, но самое главное – это, конечно, внимание. Более 2 десятков педагогам вручает грамоты председатель правительства региона. Руслан Гагиев поблагодарил преподавателей за то, что, несмотря на все сложности, они выполняют свой учительский долг, а также пожелал им творческих успехов, послушных учеников, а самое главное – здоровья. От вашей работы и вообще от того, что вы делаете, и ваше участие в жизни детей во многом зависит успех выбора профессии. Более того, какими людьми они станут, поскольку вы занимаетесь одним благородным делом наравне с родителями в воспитании человека и гражданина. Позвольте еще раз поздравить вас искренне с этим праздником, пожелать успехов, удачи и творческих удач, самое главное. Учителя – это те люди, которые нам дают жизнь, можно сказать, воспитывают нас со школы, и пусть этот день порадует их. Я от всей души поздравляю всех учителей республики, своих учителей. Поздравить учителей с профессиональным праздником приехали и сотрудники Рособорнадзора России. Профессия учителя была востребована во все времена, не теряет она своей значимости и в наши дни. Учителей ценят и уважают за их нелегкий труд, ведь благодаря их профессионализму и любви к своему делу наши дети могут реализовать себя, найти свой путь жизни. Мага Келиматова, Рахман Цуров, Новости 24. Ингушский борец Ислам Апиев завоевал золото на прошедшем всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юниоров. Турнир «Владимирская осень», проходивший со 2 по 4 октября во Владимире, был посвящен памяти мастера спорта международного класса Эдуарда Никифорова. В нем приняли участие более 400 тысяч спортсменов. Ислам Апиев выступал в весовой категории до 77 килограммов. И в завершении выпуска в американском океанариуме SeaWorld в Орландо сотрудница опубликовала на своих страничках Facebook и Instagram забавное видео с дельфинами. На кадре видно, как 4 дельфина с заметным интересом наблюдают за передвижениями навестивших их белок, стараясь не упустить зверьков из виду. Позже к группе присоединился еще один дельфин. На данный момент видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров. Это были все новости на сегодня. Всего доброго.